российская певица, финалистка шоу «Голос» на Первом канале, заслуженная артистка Республики Татарстан Эльмира Калимуллина. Эльмира, здравствуйте! Эльмира, присаживайтесь, давайте поприветствуем громкими аплодисментами! Гордость Татарстана, гордость нашей республики! Эльмирочка, присаживайтесь, пожалуйста. Ну, знаю, что вы человек очень занятой, у вас очень мало времени, поэтому мы его терять не будем. Я хочу, чтобы вы для студентов, которые собрались сегодня здесь, рассказали. Вот вы примером являетесь для многих в творчестве, в принципе, как девушка, вы для многих пример. Расскажите, пожалуйста, с чего начиналось ваше творчество? Вот самое начало нам интересно, для молодых артистов, пожалуйста. Ну, моя родная тетя, она слушает педагога фортепиано и решила научить меня, обычно незатейливые песни по кузнице. У них был гала-концерт в музыкальной школе, вот, и она меня и повела. То есть вас привела в творчество тетя, можно так с уверенностью сказать. А как к вашему творчеству относятся ваши родители? Ходят ли они на концерты? Как поддерживают? Безусловно, ходят, поддерживают, и благодаря их поддержке все так и произошло. Замечательно. Давайте поаплодируем нашей сегодняшней первой гости. Эльмира, я знаю, что вы принимаете участие во многих проектах, и очень известным проектом был проект «Поколение Маугли» с Константином Капецким, где вы могли себя проявить настоящей актрисой. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом проекте и ждет ли нас что-то впереди такое же интересное? Ну, этот проект является благотворительным. У Константина Юрьевича есть свой благотворительный фонд, который помогает онкобольным детям. И также у него в 8 городах есть свои творческие студии, где дети занимаются актерским мастерством, пластикой и так далее. И вот Казань была одной из первых площадок, где дети себя проявили намного, так скажем, активнее, и им... В Казани более талантливые... Это безусловно. У нас вообще республика очень талантливая. Замечательно, что вы так считаете. И вот у Константина Юрьевича появилась идея сделать музыкальный спектакль. В нем участвуют дети, также актеры, взрослые. И нас вот объединили в одну большую творческую семью, и все деньги, которые собраны со спектакля, они идут адресно детям на лечение. Это очень благородно. Давайте поаплодируем. Отлично. Ну что ж, Эльмира, прямо сейчас прыгаем вместе с вами. Прямо с места в карьеру у вас будет возможность порадовать всех нас не только своим вокалом, но и прекрасной актерской игрой. Ой, неужели вам становится страшно? Вы чего только не видели. Перед вами кто только не сидел. Вы готовы? Мне страшно. Хорошо, давайте. Я знаю, что вы на проекте «Голос». Это можно пить, это даже нужно пить. Кстати, вот это тоже замечательная вода. Это я с собой. Это вы с собой возьмете, отлично. Ну что ж, вы исполняли ли вы на «Голосе» песню «Миллион алых роз» и помните ли вы ее сейчас? На «Голосе» не исполняла, но где это происходит? мы пели дуэтом или Кариповые на новогоднем огоньке. Отлично. Ну, сейчас вы, безусловно, помните слова этой песни. Хорошо, и тогда для вас будет очень просто исполнить эту песню. Для нас небольшой подвох в этом есть. Все-таки нам хочется посмотреть на ваши актерские данные, и все время в течение песни будет какое-то условие. И, естественно, манера исполнения, интонация и прочее, все это должно меняться. Эльмира, вы готовы? Давайте поаплодируем, давайте Мирочку поддержим. Отлично! Готово. Эльмира Калимуллина специально для вас. Куда смотреть? Что делать? Просто сидеть и смотреть на зрителя. Сейчас заиграет музыка, вы все поймете. Поехали. Пока мы аплодируем, мы переносимся на концерт Эльмиры Калимуллиной. Да, я уже встану. Я жду подвох просто. Вы пойте пока. Но он актрису любил, ту, что дарила цветы. Вас щекотят. Правда,
марафон. И когда он что-то там купил, короче, купил он миллион алых роз. Моя любимая, вы влюблены в ведущего. Ребята, фоткайте. Быстрее. Ребята, у кого есть телефон? Кстати, у меня настолько лага, что рука может застрять просто. Да. Вы злая учительница. Миллионы, миллионы, миллионы алых роз. Как я без текста? Я же без текста вообще ничего не могу. Из окна видишь ты. Не настолько злая. Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез. Ну вот теперь искать условия. Свою жизнь для тебя превратить в цветы. Вы рассказываете страшную историю детям. Миллионы алых роз. Из окна видишь, да! Вы хотите чихнуть. Ваши аплодисменты! Вера Калимуллина! Эльвира, это был трэш. Это было нечто. Я в какой-то момент подумал, что все пошло не так. Все пошло не по плану. Сценарий мой улетел. Как же я без него? Ну, вы мне такую задачу поставили? Замечательно. Но сейчас будет очень сложно после такого нам серьезно с вами разговаривать. Но тем не менее, хочется вот о чем спросить. Эльмира, вы стали очень популярны. И у вас большое количество... Да, я знаю, вы сейчас будете скромничать, меня об этом предупреждали. Тем не менее, вы очень популярны, и хочется вот такой вопрос задать. Есть ли возможность у ваших поклонников с вами пообщаться? У таких поклонников, как я, в неформальной обстановке устраиваете ли вы встречи? Ну, как-то такой фан-встреч у меня нет, но я активно общаюсь со своими друзьями по творчеству, я так это называю. Мы дружим, мы общаемся, мы делимся информацией, и они активно принимают участие в моей творческой жизни, они мне помогают. Замечательно, Эльмира, скажи, пожалуйста, а популярность, она усложнила твою жизнь или наоборот сделала проще? Есть ли какие-то минусы или плюсы? Ты делаешь такое лицо, как будто никакой популярности нет, но все понимаем, что ты скромничаешь. Расскажи. Нет, дело не в скромности. Я понимаю, что после проекта произошел какой-то резонанс, но сказать, что я популярна... Нет, ну, может быть, мое имя стало более чуть-чуть известнее, чем было. Но плюсы есть, конечно. Ну, безусловно, каждому артисту приятно, когда его узнают. Я не буду скромничать. Мне очень радостно, что мое творчество, песни, которые мы записываем, и тот материал, который мы делаем все вместе, он сейчас стал нужным не только мне и моим родителям, но и всем другим. Многие люди, которые совершенно не знают татарский язык, начали слушать татарскую музыку, и я считаю, что это прорыв. Ваши аплодисменты. Это действительно прорыв. Это действительно прорыв. Я активно слежу за твоим инстаграмом, и я знаю, что у тебя был тур по республике. Да, произошло. Произошло, давайте поаплодируем. Расскажи, пожалуйста, какой из городов понравился тебе больше всех? Где принимали тебя лучше всего? Возможно, это твой родной город. Ну, могу сказать, что публика в каждом городе своеобразная, разная. То есть по-разному могут реагировать? Все реагировали по-разному. Это было 4 города. Нижнекамск, мой родной город, Набережные Челны, Альметьевск и Казань.
Альметьевск мой родной город, очень Могу приятно. сказать, что в Набережных Челнах такая движовая публика, мама не горюй. Мне интересно, какая публика в Альметьевске. В Альметьевске очень аристократичная публика. То есть там уже никто не сидит на корточках. как на Никто концерте. не сидит на корточках. Очень много изменилось с своего уезда из этого города. Да, ну что ж, Видимо, слушают меня люди не на корточках. замечательно. Ну что ж, хочется выяснить вот что. Что ты считаешь круче для себя? Прямо сейчас рубрика «Что круче» вместе с Эльмирой Калимуллиной. Давайте поаплодируем. Прямо сейчас на этом экране будут появляться варианты, то есть экран будет разделен пополам, две картинки. Ты должна будешь определить, что для тебя из двух вариантов круче. Я думаю, ты легко справишься. Итак, поехали. Первый вариант. Что круче? Тут придется подумать, я понимаю, родной город. Казань. Казань. Требуем объяснения. Почему? Казань больше дала тебе. Нет, Нижнекамск мой родной город, он мой любимый город, но мы немножко неправильно сопоставляем их крутость и масштаб. Казань с тысячелетней историей, Нижнекамск еще юный город, и он только набирает обороты. Но могу сказать, что о том, что проходит студенческая весна, я, естественно, узнала от моего брата, который учился в химико-технологическом институте и участвовал активно в той весне. Замечательно. Ну что ж, двигаемся дальше прямо сейчас. Кто круче? А в каком из них арахис? Я не помню. В каком из них арахис? Не помню и я об этом. Короче, красный. Мне нравится красный. Красный. Замечательно. Следующая картинка. Здесь нужно выбрать платье. У тебя очень большое количество разных платьев, в которых ты выступаешь. Какое, по-твоему, круче? Красное. Это какая-то дискриминация желтого и синего. Ну хорошо, двигаемся дальше. Что круче? Доллар или рубль? Мы рассчитываем на твой патриотизм. Рубль, конечно, круче. А теперь на твою честность. Не, рубль реально круче. да. Аплодисменты! Умница, Мира. Еще одна картинка на тебя, поехали. Объясню, что нужно выбрать. Какая Эльмира Калимуллина круче? С прямыми волосами или, цитирую, хэштег «кудряш»? Кудря. Кудряш! Здорово! Двигаемся дальше. Следующая картинка. Что круче, банан или банан? Банан на банане. Замечательно. Двигаемся дальше. Что круче, голос или голос дети? Голос детям. Почему? Неужели там все гораздо жестче и правда то, что нам говорят? Ну, если сравнивать ребенка и взрослого человека, конечно, круче для ребенка все эти стрессы. Наверняка ты смотришь, жалко ли тебе этих детей? Мне их не жалко. Те, которые вылетели. Они все талантливые, но они сами знали, на что они шли. Жестокая Эльмира Калимуллина. Это жизнь, да. Аплодисменты, друзья. Что ж, с этим мы разобрались. Что? Хочется поговорить с тобой о твоих планах. Я знаю, во-первых, опять-таки повторюсь, слежу за Инстаграмом, и знаю, что совсем скоро в свет выйдет новая программа на радио с тобой. Ты будешь ведущий. Скажи, это первый опыт? Как радиоведущий первый опыт. Замечательно. Ты будешь там, ну я знаю, что там будешь не одна, тебе будут помогать, Да, у нас в том числе мои знакомые, замечательные ребята, и в компании таких мужчин, я думаю, любая ситуация будет для тебя самой простой. Расскажи, что это Смешно, будет. я бы сказала. Смешно. Вот, об этом и хочется поговорить. Что это за программа? Смешная ли она будет, или вы будете разговаривать о политике? Это будет смешная программа. Мы, естественно, будем освещать новости республики, будем освещать и гороскоп, но все это будет происходить в очень смешной, шутливой манере, поэтому будем высмеивать какие-то пороки, будем прикалываться, как сейчас говорят. Замечательно. А на каком радио можно это все услышать, чтобы мы все знали? Наша программа стартует на БИМ-радио. На БИМ-радио. Давайте поаплодируем. Я думаю, это радио пользуется большой популярностью среди нас. Ну и если куда пригласить, будут ли какие-то концерты, может быть, ты готовишь еще один тур?
Тур мы готовим, он начнется осенью, но не с республики. Это что-то уже будет масштабно? Ну, нас пригласили, да. Можно рассказать поподробнее, или это все-таки тайна? Нам очень интересно это узнать. Ну, нет никакой тайны. Сейчас идут переговоры, чтобы приехать с концертом в Ульяновск, Нижний Новгород, Ленинградскую область, Санкт-Петербург. То есть это уже можно назвать полноценным туром по России? Мы стараемся. Да, а вот ты говоришь «мы», просто я ассоциирую тебя как Эльмиру Калимуллину. Каких «мы»? То есть есть только одна прекрасная Эльмира Калимуллина. Я не одна, у меня есть замечательная команда. Команда. Да, может быть, познакомишь нас с ними. А большая ли эта команда? Она небольшая, но с большим сердцем и большим энтузиазмом. Замечательно. Ильмир, ну что ж, подходит тот момент в нашей программе, когда мы должны будем посвятить тебя, ну, попробуй догадаться, «Российская студенческая весна». Рыцари студенческой весны. Нет, мы должны посвятить тебя прямо сейчас послы российской студенческой весны. И специально для этого я хочу пригласить на эту сцену арт-директора российской студенческой весны Дистан Читай. Давайте поаплодируем. Такая поддержка. Чувствую, как аплодировали студенты. Да, Дистан, ну, пожалуйста, передаю тебе слово, прошу. Добрый вечер, Эльмира. Я безумно рада, что с 5-го раза у нас получилось сделать вот это сегодняшнее шоу с вами, потому что для нас действительно важно, потому что вы для нас пример, вы для нас гордость. И то, что вы сегодня с нами и настолько открыты, вы еще раз нам доказали то, что вы своя. Честно, вот мне буквально только что позвонил руководитель Лиги студентов, исполнительный директор фестиваля и руководитель программы из Москвы у нас Ирина Карик. Они задержите Эльмиру, мы бежим, мы хотим ее сами посвятить. Я говорю, да, забрали то, что я так долго ждала этот момент. Вот, поэтому сейчас они нас поднимутся, они хотят сами вручить вам верительную грамоту, повесить как раз наш шаг и поблагодарить вас за то, что вы согласились быть в команде послов российской студенческой весны. Буквально 3 минуточки, удачи. Спасибо большое. Ну что ж, ну а пока, да, я исполню свою мечту. Я хочу попросить любой телефон с фотокамерой, который присутствует в этом зале. Эльмира, пожалуйста, можно ли сделать с вами фото? Друзья, давайте фото это будет с вашими аплодисментами. Каждого из вас я также отмечу в Инстаграме. Эльмира, прошу. Ваши аплодисменты, Эльмира Калимуллина. Ну что ж, ждем наших замечательных гостей, они уже бегут. И еще раз дарим бурные аплодисменты Эльмире Калимуллиной. Ты участвовал сам в студвесне? В студвесне, ну да, мне приходилось участвовать. Не знаю, наверняка не видно было, но я бывший КВНщик. Я бывший КВНщик, и приходилось мне участвовать в студенческой весне. Знаешь, у тебя все получится с карьерой радиоведущей. Потому что ты сейчас так идеально тянуло время, и мы справились. Встречайте, президент молодежной организации «Искандер», прекрасная Ирина Карик. Давайте поаплодируем. Мы вас очень долго ждали, мы вас дождались. А теперь в церемонии посвящения Эльмиры Калимуллиной послы российской студенческой весны. Прошу. Сейчас эфир. Друзья, всем привет еще раз. И я хочу сказать, что вот эта вот идея посвящения послов, как хорошо, что мы ее придумали. А те люди, которые соглашаются с каждым разом все больше и больше стать послами, нас очень радует. И сегодня нам очень почетно, что вы согласились стать послом студенческой весны. И уверен, что вы будете тоже не менее горды этой должностью или этим званием, потому что для нас это действительно очень важно. Спасибо вам большое. Могу сказать, что у меня не было возможности выступить на студенческой весне, потому что в консерватории не позволяли участвовать в таких конкурсах. Вот, не знаю, с чем это связано. Я очень рада, что я могу быть как-то, может быть, полезна и причастна к этому большому делу. Ну что ж, и прямо сейчас произойдет тот самый момент, ответственный, символичный момент посвящения по традиции Искандера.
Друзья, давайте будем аплодировать. Давайте будем поддерживать наших гостей. Ну и, естественно, фото на память. Thank